Историю медицины Ингушетии постигали студенты в гуманитарном колледже Сунжи. Там накануне прошла научно-практическая конференция под таким названием. Здесь много говорилось о важности опыта в деле врачевания и о том, как накопленные временем знания могут двигать науку, облегчая жизнь потенциальным пациентам. Репортаж Тамары Хашагульговой. Ингуши, как и многие в войнах, являются обладателями древней самобытной культуры и уникального исторического опыта, в том числе в области народной медицины. Студенты СУЗов представляют свои научные доклады, перенять опыт первых ингушских врачей и знахарей. Вот главная задача, которую поставили перед собой будущие медики. Главная цель конференции – выявить наших предков, врачей, которые стоят именно у истоков медицины, и как это все происходило. Задача наша – это бороться за здоровье нашего населения. Дети принимали активное участие, очень большие молодцы. Многие выезжали наши студенты к этим высококвалифицированным врачам. Студентка первого курса Белла Делова, к примеру, свой проект посвятила развитию гинекологии в регионе и тем, кто стоял у ее истоков. Эту тему она выбрала не случайно. Я буду говорить об Хасане Идрисовиче Шадиеве. Почему я выбрала именно его? У меня связана с ним история. Это человек, который буквально спас мою жизнь своим профессиональным опытом, и поэтому я решила рассказать сегодня о нем. Медицина в регионе с каждым годом выходит на новый уровень, но чтобы повысить этот показатель, необходимо ознакомиться с опытом врачей, которые стояли у истоков нашей медицины. Народные и медицинские методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний могут обогатить современное здравоохранение, а значит, это хорошая возможность восполнить пробелы в историко-медицинской литературе. Именно этой теме посвящена научно-практическая конференция. Самое главное – это приобретение знаний. Только знающий человек может что-то творить. Но чтобы творить, надо знать. Но знающий человек должен работать, творить, созидать, отдавать свои знания на пользу народа. То есть таким образом приносить пользу деятельности полезной своей. Но, конечно, не всегда бывает успеха в работе, но всегда должна быть цель. Звезда, к которой он стремится, это улучшить положение личное, своего народа, государства. На сегодняшней конференции студенты, молодые студенты, которые поговорят с внуками этих знаменитых врачей в Ингушетии, они смогут что-то себе перенять, могут в дальнейшем стать такими же опытными врачами. Студенты, которые участвовали в этой конференции, они смогут поступить в вузы различные, и уже они будут знать, на кого равняться, как именно они будут действовать в будущем. Организаторы планируют проводить научно-практические конференции ежегодно. Это позволит нарастить темпы развития заданных направлений в медицине и, возможно, освоить новые. Необходимо наладить комплексную работу, взаимодействие всех медучреждений республики. Сделано немало, а предстоит еще больше. Участники конференции уверены, на достигнутом останавливаться нельзя. Тамара Хашагульгова, Зураб Гайтов, Новости 24.